9 августа в Цхинвале продолжались бои. Грузинские формирования прорвались в столицу с южной стороны и уничтожали все на своем пути. Убивали мирных жителей, горели дома, здания. Цхинвал был полностью разрушен. В тот же день российские СМИ передавали информацию о телефонном разговоре тогдашнего президента России Медведева с американским президентом Джорджем Бушем. Были изложены принципиальные оценки ситуации в Южной Осетии, сообщила пресс-служба Кремля. Было подчеркнуто, что грузинской стороной совершена агрессивная акция против мирных жителей и российских миротворцев. Результатом спланированных и осуществленных грузинским руководством варварских действий стали многочисленные, счет идет на тысячи человеческие жертвы, десятки тысяч беженцев, массовые разрушения и, по сути дела, попрание права на жизнь целого народа. 9 августа ни на секунду не прекращался массированный интенсивный обстрел из гаубиц, минометов, артиллерии, БМП, танков с применением систем залпового огня «Град». Обстрел идет непрерывными залпами, интервал между которыми меньше секунды. Кругом пожары, дым. Число жертв по предварительным данным около 2000. Южные окраины Цхинвала также подверглись грузинской танковой атаке. Осетинские военнослужащие и ополченцы мужественно сражались против врага. 9 числа на улице Гафеза подбито 2 танка, по одному танку на улице проспекта Алана Джуоева и в районе школы номер 12. Третьи сутки Цхинвал оставался без питьевой воды, газа и света. Грузинские снайперы варварски стреляли в тех, кто выходил на улицу. Оксана Джуева, Зарема Арсоева, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня.